В ноябре 2022 года общественность Республики Саха-Якутия и весь политический мир Российской Федерации отмечает юбилей первого президента Якутии, почетного доктора и действительного члена российских и международных академий, автора историко-публицистических монографий и книг, одного из самых авторитетных политических и общественных лидеров новой России, почетного доктора российских и иностранных университетов, обладателя международного звания «Человек тысячелетия», лидера, на стыке веков возглавившего самый большой регион Российской Федерации Михаила Ефимовича Николаева. Именно человеческие ресурсы способны на все, чтобы преобразовать нашу планету. Развитие каждого нашего ребенка, каждого нашего школьника. Именно вы, я мысленно вижу в этом зале будущего президента нашей республики, будущие крупнейшие руководители наших объединений, компаний, корпораций, будущее Якутии. Спасибо. Его заслуги в стремительном развитии республики неоценимы. Промышленность, сельское хозяйство, наука, здравоохранение, культура Якутии на рубеже 20-21 веков были не только должностными обязанностями. Широкий круг судьбоносных вопросов решался ежедневно. Деловые поездки по республике, российским регионам и за рубеж, встречи с разными людьми, коллективами, участие в многочисленных проектах. Вся деятельность Михаила Николаева была направлена на одно – изменение к лучшему судьбы своего народа. По оценкам ученых и специалистов, в 90-е годы ни в одном регионе Российской Федерации не было такого объема материальной помощи и льгот, как в республике Саха-Якутия. Обеспечение достойной жизни пенсионеров, инвалидов и малоимущих стало главным критерием социальной ответственности республиканской власти и лично президента Николаева. Еще одна благородная инициатива Николаева того времени – это учреждение Дня поклонения матери, ставшего одним из почитаемых праздников в Якутии. Идея празднования Дня матери у нас давно зародилась. И она зародилась еще, когда мы готовили Декларацию о государственном суверенитете республики. Я тогда вынашивал идею, что самым стабилизирующим, самым объединяющим у нас должна быть мать. Национальный аудиовизуальный центр Якутии существует уже 26 лет, а началась его история в середине 90-х годов, вот с этой лаконичной рукописной резолюции первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Вопрос сложный, но нужный, необходимо рассмотреть в правительстве и определиться. Это был ответ на обращение якутских кинематографистов о создании национального хранилища кинодокументов о Якутии. Экономическая ситуация перестроечных лет вряд ли располагала к созданию нового культурного учреждения, но своим дальновидным решением президент определил отношение к сохранению живой истории народов Якутии как части мирового культурного наследия. И все последующие годы, при всей своей занятости, Михаил Ефимович не выпускал из поля зрения развитие первого на северо-востоке России профессионального киноархива. В 2012 году, в день своего рождения, Михаил Ефимович посетил Госкинохранилище и увидел своими глазами, как развивается его детище, как увеличиваются фонды и какие проблемы решает коллектив. У нас есть материалы, начиная с 60-х. Есть фонд частично художественный, но в основном мы храним именно то, что касается нашей республики. То есть вот звезды Юлии Саха, например, они не Чигирёвы. И, в общем, таких вот материалов у нас от общего количества, от 23 тысяч, где-то процентов от 15 до 20.
Остальное все современные носители уже. Сотрудники аудиовизуального центра никогда не забывают о роли президента Николаева в деле сохранения аудиовизуальной памяти Якутии. С годами здесь, среди огромной массы кино-видеодокументов о вековой истории самого большого северного региона Российской Федерации, возник и отдельный фонд самого Михаила Ефимовича. Николаев был лидером республики на протяжении нескольких десятилетий, начиная с комсомольской юности, и остается таким до сегодняшнего дня. Все этапы становления Михаила Николаева как государственного деятеля являются теперь историческими фактами, запечатленными на кинопленке, на видеокассетах и современных цифровых носителях информации. Это направление, путь Сахафильм, путь хранилища, в недалеком прошлом только созданное предприятие, учреждение. У нас раньше, кроме кинопроката, ничего не было. И долгое время понимание, что надо иметь хранилище, надо иметь студию свою, не было. Вот эта нагрузка понимания людей, долго время отсутствующая, конечно, сказывается. Сказывается и руководство, сказывается и Министерство культуры, при руководстве. Конечно, это очень серьезное учреждение, хранить историю, потом передавать его последующим поколениям. Это очень серьезное дело. Я помню, вот, когда вы сказали момент, я дал поручение, что Восточно-Сибирского киностудии все выкупить, то, что по Якутии было тогда. Я хорошо помню вот создание Сахафильма. Вот. Я думаю, руководство республики обратит внимание на это новые отрасли. Это новые отрасли. Поэтому я просил бы руководство внятно, четко вот, доказывать, убеждать. Иногда трудно бывает, что первично, что вторично. Что первично попало, надо все равно убеждать надо. Убеждать – это главное. А для этого надо профессионально доказывать. Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия занимается поиском, сбором и профессиональным хранением максимально большого количества событий, фактов и явлений нашего края. Во многом благодаря начинаниям и действиям первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева подобных событий становится больше с каждым годом. Работа по их фиксации и сохранению для будущих поколений не прерывается в аудиовизуальном центре ни на один день с самого дня основания. Спасибо вам, уважаемый Михаил Ефимович. Коллектив Национального центра аудиовизуального наследия Якутии сердечно поздравляет вас с юбилеем.